как бы сказать, я не скажу, что я легенда, но если говорят, то значит что-то есть. У тебя примерно внешний вид совпадает с Арманом в плане не именно как вы выглядите, а то, что вы такие жизнерадостные. И как бы Арман у нас убийца с лицом младенца. У тебя какое прозвище? Ну, что-то в этом роде были прозвища? Либо как-то тебя называли еще? Ну, мне тоже комплименты всегда получаю, что я не соответствую лицом возраста своего. И даже 95-е года обращаются на «ты». Ну, иногда приходится напоминать им. Бывает такой момент. Ну, и с одной стороны, приятно. Все-таки я знаю из команды Валентина Шевченко, верно? А, Ты посещал турниры UFC сам ранее? Была ли Нет, такая я возможность? всегда смотрю и радуюсь, когда наши спортсмены выигрывают. Адим, скажи просто, вот ты же Армана знаешь? Да, Смотрел уже его бои? я начал о нем слышать, когда мне назначили его бой. До этого я не слышал. Ну, потом, когда я людям говорю, мне подписали контракт выступить с Арманом. Ну, я удивился, многие наши кыргызы, бойцы знают. У меня тоже был простой. И как бы не особо пользовался интернет-услугами, но сейчас, когда мне назначили бой, я посмотрел его бои и хотел как-нибудь поближе увидеть. Рад увидеть и буду рад победить тебя. Арман, сен Рахмет, Азимнің жекпе-жектерін көрдің ба? октагонда бір бойын басын көргем. Енді оның жекпе-жегін көріп, өзің ойын бойынша бұл саған жеңіл жекпе-жек бола ма? Мен ешқашан ойламаймын. Соперник. Жоқ, енді стиль жағынан саған ыңғайлы болып тұр ма? Бұл жерде қалай айтсам болады, бұл жерде бірақ удар шешеді ғой тағдырды. Сол себептен удар из поджопы дейді ғой, көрінбейтін ударшы. Сондай шешеді да. Сол себептен мен ондай оңай прогулка деп те айта алмаймын, қиын деп те айта алмаймын. Мен өзім үйренген мектебім бар, сол мектеппен мен жұмыс жасаймын. Жекпе-жекте планның бәрін құрып реттейміз қаласа. Я особо как бы достижениями горжусь и особенности мне нравится драка. Я в основном очень обожаю драку с целом. И я выбрал эту дорогу, это моя дорога спортивная. Я живу этим, я сплю, я думаю об этом. Я всегда хочу драться, и вот моя драка привела меня сюда. Я дрался с рождения, можно сказать, со школы. У меня всегда были бои. И улица, у нас такой район, в районе Волжского рынка, там такое место, где ты не трогаешь человека, тебя трогать начнут. И всегда нужно быть в спортивной форме. И я никогда не боюсь, как бы, есть поговорка одна. Отец мне говорил, и эта поговорка у меня осталась. Меня возможно убить, но не напугать. И мы не боимся, мы идем своим путем спортивным. И считаю это правильным для меня. Как ты можешь оценить нокаутирующую мощь Армана? Его еще так, шутку, называют димедролом, потому что он выключает своих соперников. Вот. Ну, я от димедрола никогда не пользовался и не спал. Скажу, что вот борцы в основном, как бы, весь процесс всегда напряжение. А панчеру 2 секунды на сопр и 1 удар. И я хочу не дать ему возможность этому. Ну, я и так считаю, что весь народ тобой так и гордится, то, что ты гордо поднимаешь флаг Киргизстана. И на этой ноте перейдем к стардауну. Да.
Ну а теперь главный бой вечера, который мы все с нетерпением ждали. Он пройдет в наилегчайшей весовой категории до 57 килограмм. Я тренируюсь в одном зале с чемпионами мирового уровня, как Валентина Шевченко. Так что я заряжен стать чемпионом. Ол әлемдік деңгейдегі спортшылармен жаттығу жасап жүрсе, біз әлемдік деңгейде төбелесіп жүрміз. Таңғалатын ештеңесі жоқ. Намат для меня возможность проявить нового себя. Я хочу показать вам мою школу тайского бокса. Ол Қырғызстанның тайский бокстың мектебін көрсететін болса, біз қазақ елінің бокс мектебін көрсетеміз. Не знаю, почему Намат возится с Арманом. Когда он родился, я уже дрался. Бала кезден төбелесіп жүрсең, қазір қоятын кез келді. Я с клетки выйду победитель. Кім жеңімпаз болатынын рингте анықтаймыз. Битва бойцов из двух стран. Вы готовы встретить первого бойца? Первым на ринг приглашается боец, представляющий синий угол. Азим, гладиатор, Османкулов. Гладиатор. Такое прозвище у этого бойца. Настоящее имя Азим Османкулов. Это прозвище ему дал тренер. Сейчас он направляется в ринг, свой синий угол. Ему 34 года, вес 55 килограмм и рост 167 сантиметров. Девиз по жизни: меня можно убить, но не напугать. Мастер спорта международного класса по тайскому боксу, а также боец смешанных единоборств. Встречайте легенду Кыргызстана Азим, гладиатор Османкулов. А следующим на ринг приглашается боец из красного угла Арман Мустафа Өзтүрк Ашимов. Этот боец явно не нуждается в представлении. Я уверен, что каждый из вас, кто смотрит это видео, знает, на что способен Арман Ашимов, он же Мустафа Өзтүрк. 30 лет бойцу, и он может нокаутировать. Он может нокаутировать в перчатках, без перчаток, в бинтах, без бинтов. В общем, нас ждет что-то невероятное. Убийца с лицом младенца, легенда казахстанского ММА, бывший чемпион М1 Global Fight, всенародный любимец, несравненный Арман
Мустафа Өзтүрк, Ашимов. Рефери в октагоне Дауренбек Жакаев. Жауынгерлер ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, іске сәт. Сейчас мы посмотрим интересный бой. О, он очень интересный. Я сам себе завидую, то, что я смотрю этот бой сейчас вживую. Я даже не знаю точно, куда смотреть, на экран, либо на ринг. Можно и туда, и туда. Да, чтобы глаза в разные стороны. Одним глазом в экран, другой глазом, другим глазом на ринг. Да, в этом поединке точно нельзя моргать. Потому что можно все пропустить, если будешь моргать. Так, Арман поджимает, не форсирует события, посмотрим. Вот, Оверхенд. через ручку, через джеб. Он более такой уверенный, мне кажется. Хочется затаить дыхание просто, когда наблюдаешь за работой этих мастеров. Чего-чего, но таланту у Армана не занимать. Мне кажется, как будто боец в синем углу немножко опасается Армана. Так со стороны. Может быть, ошибаюсь, но как-то отходит назад и не пытается даже работать. Только старается защищаться. Да, но потому что все-таки Арман умеет ловить на ошибках, и их не хочется допускать так рано, по крайней мере. Но все же надо как-то стараться выиграть, раз вышел. А вот так отходить и стоять тяжело будет. Да, да. Ну, посмотрим, может быть, это часть геймплана. Хочет расслабить Армана, показать, что он опасается, а потом взорваться. Почему бы и нет? Ну да. Но сейчас мы посмотрим. Разница в возрасте между бойцами 4 года. 34 года Азиму. Арману 30 Вот. лет. Есть попадание от Армана. Правой, ой, все, начал работать. Да, чуть-чуть взвинтил темп. Раздергивает. Тяжело драться, когда твой оппонент избегает боя. Всегда намного легче зрелищный бой, когда ты хочешь рубиться, и твой оппонент хочет рубиться. Тогда Да. вот и идут искры. Ну, из всех попаданий, которые я заметил, по сути, это был оверхенд в начале и левый боковой от Армана. Ну да. Поэтому, наверное, все-таки раунд забирает именно он. А мы продолжаем смотреть, наблюдать и перемещаемся во второй раунд. Уақыт! Рингтен шығамыз. Здесь получается 3 раунда по 2 минуты и минута отдыха, да? Да, все верно. То есть получается этот отдых 50% боя. Ну, то есть раунд. По сути, да. Если 9 раунд, то минута отдыха 50% отдыхаешь. Я думаю, что такая математика способствует зрелищности, потому что Конечно, бойцы могут конечно. выкладываться. И нормально отдохнуть можно. Второе дыхание открыть. Так, ну во второй половине первого раунда Арман взвинтил темп. Сейчас же он снова как будто бы на паузе. Смотрим, что будет делать дальше. Норман, я знаю, я смотрел за ним. Мы считай, начинали, можно сказать, вместе. На одних турнирах дрались. И когда он один выступал, он любит работать вторым номером. То есть не вторым номером, а на контратаках. Но соперник его вообще не атакует. Просто стоит. И, конечно, тяжело подобраться, когда с тобой не дерутся. Вот, пытается выцелить по корпусу боец из синего угла. Контратака от него. У Армана не получается резать углы немножко. Им надо вправо заходить, тут влево двигается. Вправо заходить и
исключить этот вариант движения в левую сторону. Тогда можно его перебивать. А он ему дает все время двигаться влево, и тот просто этим пользуется. Идет и идет, и особо не вкидывает удары. Только левый либо в корпус бьет, либо такой, как оверхенд в голову. Все. Я редко вижу, чтобы он вообще правой рукой бил. Вот левая и все. Потому что когда ты правой рукой бьешь, ты немножко открываешься. Первое только что совершил Гладиатор. Вот. И вообще, да, я полностью поддерживаю началось. твои слова по поводу того, что нужно резать углы, потому что, по сути, Гладиатор заходит как раз-таки под удобную Конечно, под правую руку. Армана Ашимова. Это конец второго раунда. Ну, наверное, второй раунд тоже за Армана. Ну да, тяжело забрать раунд, не пытаться драться из этого раунда. Я вот думаю, что если третий раунд продолжится так же, как и первые два, со стороны Гладиатора, то Очень долго. имеет смысл подозревать, что кое-кто вышел за чеком просто. Ну да, я уже подозреваю. Потому что два раунда как-никак Да. прошли уже. И видно, что он не хочет выигрывать. Ну и Арман не форсирует события. Ну, по сути, ему что форсировать? Он забирает раунд. Первый, второй, что ему? Да, Есть, тут есть бонусы за зрелищность? да, безусловно. Ну, конечно. ради бонусов, да, можно взорваться только. Мне кажется, надо сделать нововведение имени Майербека Хасиева, которое будет называться «Пацанов из нас делайте». Да, выйти. Вот в таком бою вполне возможно, что Майербек Хасиев мог выйти. Да. Потому что парень с Киргизии, да? Да. Он просто не дерется. Делает из нас пацанов. Да, он левую руку выставил и идет в левую сторону. Он пытается кинуть джеб там в живот. Правый вообще он хоть раз ударил? Я просто, может, просмотрел или... Если честно, я не помню, было ли такое или нет. Возможно, по корпусу. Хотя нет, по-моему, это было Может, мы дело. запретили правой рукой бить просто. Я не знаю. По-моему, это такого пункта нету в контракте. Я уже жду третий раунд, когда бой начнется. Мне кажется, уже Арман сам начинает злиться. Потому что не может с ним подобраться, не может. А Он представь, просто уходит. сработает. Представь, Арман будет злиться, и его словят. Ну, С правой руки, да? да. Это же все-таки бои. Ну да. Арман чуть не может его все-таки подрезать и дает ему двигаться. Уже говорят, 20 секунд удар по осталось, надо корпусу. взрываться, да. Десять секунд уже. Ну, все, бой так закончился. Вот, Попытка. с правой руки ударил. Да. Долго Кстати, ждали. это второй Супермен панч за бой, я вспомнил. Вот еще. Еще одна правая рука. Все, взорвался 10 секунд. Так, ну что ж, конец Конечно, я боя. в бой я ожидал больше, если честно. Я тоже, да, я Да. тоже. Ну, как Я думаю, говорится, все ожидали для хороших танцев нужен партнер, да? Да, да, согласен. Хороший. То есть, если человек не хочет драться, тяжело показать красивый бой. В этом поединке единогласным решением судей победу одерживает Арман Мустафа Вестрек Ашимов. Арман, сен әр жекпе-жегіне әйелің саған бір поручение беріп, әр удар көрсетіп жіберетін еді. Енді осы жолы әйелің саған қатты тұрма деп айтып еді ма қарсыласында? Ассалаумағалейкум. Енді алдында қисыннан келген сұраққа Найза FC-да қисыннан жауап бердік, қисығынан. Енді үйде үйреніп келген ударың ба деген сұрақ болушы еді. Сол себептен қатыным үйретті деген болатын. Осы жолы енді қатыным үйретпеді ау.
иә азим братанға көп рахмет осындай жекпе жек қабылдағанына. Және де Мұхамеджан бар, және өзің бар, Мұратбек. Енді бауырымсың ғой сен, қанша жылдан бері бірге төбелес жүрміз. Жалпы мына жерде ұнап отыр, наматшы. Ана аузыма тайынып тұрсың, аңдып тұрсың ғой. Сол. Жалпы рахмет, өте тартысты, қызықты болды. Енді братан жас үлкен болғаннан кейін енді сыйладым. Сені енді тағы да осы лигамызда көре аламыз ба? Иә, бұйыртса. Алла қаласа, енді бәрін алаң қалауымен бірінші Алла Мұхамеджан ғой себепші. Бәрін если болашақта кездесіп сөйлесіп жатсақ, смело ғой. Саған ұсыныс жасаймыз деп ойлаймын. Қойшы, шын ба? Азим, после большого простоя ты вышел снова в клетку, на ринг, и было видно то, что ты скован, напряжен. Но я понимаю, Арман не дает расслабиться, но все же, что пошло не так, и я думаю, ты не успел себя показать во всей красе. Ну да, не успел немного показать, но Арман... Ну, я считаю, что этот бой я вроде бы левой больше попадал. Считаю себя победителем. Не знаю почему, но судьям виднее. Азим, рахмет тебе большое. Думаю, мы тебя еще снова здесь увидим. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Рахмат сыйыңарға. И Кыргызстанга да ассаламу алейкум, Елена Аркадьевна, тренер. Я хотел сделать больше, но сделал то, что смог. Мы надеемся на лучшее и победить в следующем. Если пригласят меня, больше покажем. Почувствовали ринг очень хорошо. В следующий раз будем лучше, отвечаю. Поаплодируем нашим воинам.